1 на 10 девчат. Ради Хабиров рассказал, как проходило его участие в студенческих отрядах. Сегодня глава республики пообщался с участниками нынешнего движения на встрече в честь их праздника. В Башкортостане действует около 70 рабочих групп, которые временно трудоустраиваются по всей стране. Об итогах трудового семестра и грядущих изменениях в материале Артура Шамсудинова. Под стук молотка они символично закрывают свой второй трудовой семестр. Студенты аграрного вуза не без гордости говорят, они ударно потрудились. Фадис Бекбулатов со своим отрядом был в городе Тобольске, где участвовал в строительстве завода. Я учусь в энергетическом факультете в аграрного вуза, на электрика. Я по своей профессии там работал. И опыт большой, и заработок для студента. Хорошие перспективы. Труд крут – это как девиз студенческих отрядов. Они работали не только строителями, но и проводниками, вожатыми, снегоуборщиками. Общее число отрядов в республике достигает 70, а количество бойцов свыше 2000. Поздравить их с профессиональным праздником пришел Ради Хабиров, который поделился воспоминаниями о своей молодости и работе в стройотрядах. 2 года подряд будущий глава региона по распределению попадал в Нефтекамск. Меня отправили туда, у меня было 10 девчат. Я должен был 10 девчатам привезти битум горячий, понимаете, тележки. Потом ведро разливал. А девчата уже сами, значит, раскатывали, но каждой паре, они по паре работали, я должен был руберу это бросить, а это все я один. Меня, правда, они все любили за это, подкармливали дополнительно. Недавно я ездил как раз в Нефтекамский завод, Нефас наш, и вот вдоль этого Нефаса мы рыли траншеи, чтобы нужно было укладывать трубы, по которым кабеля шли. В общем, в результате мы рубанули самый силовой кабель, и полгорода оставили, значит, без нас, конечно. Погоняли хорошо. На встрече многие комиссары студотрядов рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Это и нежелание муниципалитетов оказывать бойцам содействие, и порой недостаток финансирования. Глава Башкортостана пообещал решить эти проблемы на законодательном уровне. Например, предусмотреть льготы и заинтересовать предприятия в предоставлении временных рабочих мест. Российские студенческие отряды – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временным трудоустройством свыше 240 тысяч молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием и формированием творческого и спортивного потенциала молодежи. Началом развития движения современных студенческих отрядов следует считать 17 февраля 2004 года. Однако в Башкортостане отделение функционирует всего 5 лет. Именно вот этот год, наша пятилетка, первая, мы ее отработали очень даже ударно, организовали несколько проектов очень хороших. Довольные вернулись. Студенты привезли в республику порядка 32 миллионов рублей, если посчитать их зарплаты, может даже больше. День российских студенческих отрядов – это праздник людей с горящими глазами и сердцами. Сегодня наградили не только действующих бойцов, но и ветеранов, которые стояли у истоков этого движения в советские годы. Жили в палатках на берегу озера, и фактически, когда я проезжаю к Севке, я вижу, что это моя работа, мной сделана. В дальнейшем, значит, я уже был командиром зонального отряда «Ленинец». Это 29 объектов на юге Башкирии, 29 отрядов. В завершении праздника состоялась церемония передачи переходящего знамени студенческих отрядов. Эстафету от Башкирского медуниверситета принял Уфимский нефтяной, который в этом году будет проводить слет ветеранов. По словам Радия Хабирова, работа в студотрядах – это возможность проявить свои лучшие качества. И в скором времени это движение должно, так же как и в советские годы, занять достойное место в экономике республики. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Азат Тузбеков. Новости Уфа.